Всем салам алейкум, друзья. В связи с последними событиями хочется записать все-таки маленькое видео. Мой аккаунт TikTok давно заблокирован, и просмотры там достигали больше 1 миллиона. К Инстаграму у меня тоже нет доступа, потому что я потерял сим-карту, к которой была привязана страничка. Недавно заходил на свой YouTube канал и увидел, что аватарку мне кто-то поменял. Поставил вместо моей аватарки фото какой-то девочки. То есть идет полная атака на моей страничке везде. Учитывая, что я записал 2 обращения, которые вышли на широкую массу против власти Казахстана, против системы рашистского Путлера. Вот. Из-за этого я остался без средств массовой информации. Вот, есть маленькая страничка в Фейсбуке, сейчас попробую распространить это видео. Учитывая то, что больше месяца назад писали вообще, что я был в плену, и многие солдаты, когда меня выписали из госпиталя, удивлялись, типа, а ты как из плена вышел? Писали один раз тоже то, что в сражении я погиб, но там действительно в селе Владимировка был ад, и очень много кто погиб, поэтому было целесообразно даже подумать, что я погиб. Но сейчас я получил травмы, совместимые с жизнью, все хорошо, слава Богу, и жив-здоров. Никто ничего не умирал. Мне уже звонят разные люди, которые испугались, что я действительно погиб, пишут. В приложении одном тоже, чтобы узнать, все ли хорошо со мной. Родственники мои в Казахстане тоже все сполошились, терроризируют людей, якобы как там жасик и так далее. Все хорошо, я не знаю, стоит ли вообще обращать внимание на эти новости, потому что кому-то это выгодно, учитывая, что сейчас большая масса людей слушает меня по отношению к ситуации в Казахстане или здесь на фронте. Они хотят дестабилизировать, чтобы народ, не слушал меня из-за того, что я типа погиб. Я не знаю, как-то так. Так что все хорошо, воюем дальше, держимся. Ад не прекращается, но мы этот путь избрали сами. Слава Украине, не ведитесь на все это дерьмо.